Салем достар. Бул Каштанов. Менин Каштанов реакшн Арнама Кош Кельдинздер. Сегодня у нас будет реакция на такое событие. Ну а видео называется «Российский блогер получил награду от президента Казахстана». Сегодня народ Казахстана оценил мою работу. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев вручил мне благодарность. В общем, для меня сегодняшний день особенный, и думаю, что для вас тоже. Да, ребята мне скидывали в Инстаграм, в личку эти новости. Я, конечно, сказать, что был в шоке, это ничего не сказать. Искренне радуюсь за Ивана из канала Алга Петербург. А сейчас давайте посмотрим, собственно, новость и узнаем какие-либо подробности. О культуре Казахстана, успехах, традициях и нашей талантливой молодежи своим многочисленным подписчикам в соцсетях. На протяжении нескольких лет увлеченно рассказывает известный российский блогер Иван Червинский, автор проекта «Алга Петербург». А сегодня на сессии Ассамблеи президент Токаев отметил его благодарностью за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между странами. Вот это уровень. Иван сегодня гость нашей студии. Иван, добрый вечер. Вот это уровень. Вы блогер. На вас подписано более 120 тысяч человек. Это только в одной соцсети. Вы рассказываете о Казахстане, об успехах и достижениях нашей молодежи, наших спортсменов в том числе. Скажите, как долго вы здесь и что сподвигло вас выбрать именно нашу страну? Конкретно здесь во время этого визита, добрый вечер, конкретно здесь во время этого визита я нахожусь 4-й день. До этого я, конечно, бывал в Казахстане, в 2019 году был благодаря Димашу Кудайбергену. Кстати, о Казахстане вообще узнал благодаря Димашу Кудайбергену. Интересный факт, да. Да, и в 2019 году у него здесь был концерт в Астане, соответственно, мне посчастливилось тоже побывать на этом концерте. В 2021 году я приехал, рассчитываю провести 10 дней по приглашению. Есть у меня такие друзья в Алмате, Сабаржан Серикович и Светлана Мукашевна. Вот, они пригласили, я планировал провести 10 дней, но в итоге провел 2 месяца. Что-то такое помню, да, смотрел, вот, дело реакции. То есть, конкретно сейчас, во время этого визита в Алматы, в Астане я 4 дня, а можно сказать, что на самом деле с Казахстаном я уже 6-й год. Вот что поменялось, вот, может быть, в вашем сознании, в вашем, вот, почему вот дальше вы решили приезжать сюда чаще, делать посты, рассказывать своим подписчикам о Казахстане? Ну, как я сегодня сказал, во время вручения награды Касым-Жомарт Кемелевич еще нагрудный знак вот такой вот. Мы вас поздравляем с этим. Спасибо. Вот я... Мало кто может таким похвастаться, да? Благодарном слове своем сказал ему, что я хочу, чтобы о Казахстане узнали как можно больше людей во всем мире. И то, что я люблю Казахстан. Вот, поэтому моя жизнь сейчас связана с Казахстаном, я надеюсь, что в будущем будет так же. Я со своей стороны постараюсь сделать так, чтобы вот в 2017 году я мало что знал про Казахстан, сейчас уже я вот чуть-чуть знаю про успехи в спорте, культуре, немного разбираюсь. И я хочу точно так же для таких же людей, как я в 2017 году, открыть Казахстан и сделать его... Ну, Казахстан так и так в тренде, я хочу, чтобы популярность Казахстана развивалась. Вот уже который год, да, в тренде. Вы также привлекли внимание всех своих подписчиков тем, что начали носить казахскую национальную одежду, шапан, берек. Скажите, почему именно казахский шапан? Это ваш такой стейтмент? Ну, это круто, мне кажется, это стильно, потом это удобно, вот, потому что еще разные шапаны есть. Мне кажется, что молодежь должна тоже взять себе на вооружение, носить шапан. Вам понравилось? Насколько вообще конечно, удобно и конечно, комфортно? понравилось. У меня несколько уже шапанов в коллекции, есть даже там, ну, есть разные вещи. Вот, это очень удобно, потому что если холодно и ветер, ты можешь его накинуть. И мне кажется, что для Астаны вот такой самое вариант то, очень да? подходит. Сегодня вас отметили благодарственным письмом, вручили нагрудный знак, президент нашей страны, с чем мы вас еще раз поздравляем. Какие эмоции это вызвало вот в первую очередь, и что теперь планируете делать дальше? Вот как развивать свою платформу, да, свою YouTube-страницу, Instagram, да? Есть ли планы учить казахский, получить гражданство? Вот сейчас очень много вопросов рождает это. Кстати, да. Конечно, казахский язык я учу с переменным успехом, потому что довольно сложно мне дается, мне с языками тяжело.
Вот. На бытовом уровне я уже что-то могу понимать. Каждый раз, когда я приезжаю в Казахстан, я стараюсь, стараюсь слушать и прошу даже, чтобы со мной разговаривали. В Турции я сейчас живу в Алании, тоже там прошу, чтобы со мной говорили на казахском языке, там, друзья мои. Я в Турции общаюсь только с казахами, кстати. Что касается планов по контенту, то, конечно, хотим развиваться. Сейчас у нас в команде творческой 1 человек, это я, и 2 человека, которые административной деятельностью занимаются. Хочется, чтобы Сам все тащит, да? немного руки развязать, чтобы можно было больше создавать. И если говорить про эмоции, я, конечно, не ожидал, что на таком уровне обратят внимание на нашу работу. То есть это было неожиданностью? Конечно, неожиданно. Это реально уровень. Я думал, что, наверное, кто-то, потому что просмотры, у нас статистика неплохая, такая хорошая. И я думал, что, наверное, кто-то обратит внимание на нашу работу. Ждал я, конечно, с другой стороны, но когда мне позвонили из администрации президента, я, конечно, был в таком шоке, очень волновался. Но потом, когда оказался уже перед Касем Жомарт Кемелевичем, я, конечно, понял, что это такой очень современный человек, который смотрит в будущее, который заботится о Казахстане. Это все в реале, да? Я понял, что на самом деле не так-то уж и страшно. И очень приятно получать такие награды. Если говорить про гражданство, я давно уже мечтаю стать гражданином Казахстана. И вот сейчас даже... Честно? Да, и сейчас даже построил планы. Моя жизнь последняя, вот уже 6-й год, связана с Казахстаном. Все мои друзья казахи. Я бы даже могу сказать, что в 21 году, как я оказался в Алании, в 21 году мой друг казах пригласил меня туда. Я приехал и решил остаться. Если бы пригласили из Казахстана, я бы, наверное, переехал в Казахстан. Очень интересная, да, очень интересная история. И поэтому я думаю, следующее интервью, надеюсь, мы с вами проведем уже на казахском языке. Я желаю вам всех успехов в дальнейшей вашей творческой деятельности. Иван, спасибо большое, что пришли к нам в студию, стали нашим гостем, уделили нам время, а мы продолжим наш эфир. Так, ну что, видео на этом заканчивается. Ребят, это, конечно, невероятно удивительная история. Если честно, я тоже прям вообще просто был в таком, да даже не легком, просто в шоке был от того, что вообще в принципе на государственном уровне, на уровне президента страны отмечают блогеров, а тем более иностранных блогеров, да, которые так или иначе говорят о стране, в данном случае о Казахстане. И подписчиков как бы не скажу, чтобы много, да, есть так вот посудить, есть каналы-миллионники, есть там по несколько миллионов, а на Алга Петербург, по-моему, там на Ютубе за 200 с чем-то тысяч подписчиков. И даже на таком уровне отмечают работу и на уровне президента. Еще раз, это вообще просто что-то невероятное. Это очень круто. Ну и напоследок хочется пожелать удачи и творческих успехов ребятам из канала Алга Петербург и в частности Ивану. Алга Петербург. На этом все. Всем пока. Удачи. До встречи.